Погнали. Короче, давай. Имя. Меня зовут Тимур. Может, ты сразу давай? Да, может, прям фамилию Я сказать. имею в виду, может быть, ты типа будешь задавать вопрос прям полностью целиком. Давай. Ну, давай. Чтобы Мгм. более живее было. Давай. Имя, где рос, отдыхал, женат, не женат. Меня зовут Тимур Надров, я родился и вырос в Москве. Каждое свое лето в детстве я проводил в деревне Татарский Умыс, моя родная деревня. Отдыхал там с родными. Первый номер сборной команды России по кикбоксингу. Чемпион России 2015-16 годов. Призер чемпиона. Чемпион России среди профессионалов. Чемпион мира среди профессионалов по версии WKF. Дамы и господа, по прозвищу Тамерлан Тимур Надров. Впервые я попал в спортзал в 8 лет. На самом деле совершенно случайно. Просто так получилось, что в моей школе, где я учился, учитель физкультуры преподавал после уроков кикбоксинг. Вот. И там мой друг с параллельного класса предложил мне прийти попробовать. Я пришел, мне понравилось. Вот. И поначалу я начал заниматься этим как бы для себя, не ставил никаких целей перед собой. Вот до момента, я помню, пока тренер не собрал нас всех в тренерской и не показал нам нарезку боев Рамона Деккера. Вот именно в тот момент я понял, что это то, чем я хочу заниматься, это то, где я хочу быть, когда вырасту. Я в этом спорте уже 19 лет, всю свою сознательную жизнь. Вот. Этот спорт мне нравится тем, что здесь задействовано все тело, работает равно как руки, так и ноги работают. Вот. Развивается полностью все тело, скорость, сила, ловкость. Это все вот и есть кикбоксинг. Leave it up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. When shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted. That what? The life is hectic. Переступаем, то есть, да? Да, просто переступаешь. Так, ну, я знаю, что у меня поясов 8, вот, а кубков и медалей уже счет не веду. Их уже очень много накопилось. Первая серьезная травма у меня появилась в 2017 году. В голеностопном суставе у меня там откололся кусочек. Полгода где-то ушло на восстановление, была операция. Вот, но все успешно прошло, и нога полностью зажила, меня никак не беспокоит. Вот, сейчас я уже 2,5 года пытаюсь разобраться со своим запястьем. Вот, тоже старая травма, лет 10 назад еще ее получил.
растянул связки. Вот уже 3 операции прошло, и вроде как тоже все, рука идет на поправку, как бы я рассчитываю уже в ближайшие 3-4 месяца, что смогу уже этой рукой бить. Да, я бы хотел, чтобы мои дети занимались спортом однозначно, но, скорее всего, не единоборствами. Я со своим первым тренером до сих пор занимаюсь. Это Киселев Олег Юрьевич. Вот всю жизнь с ним. Вообще мне нравится работать тренером. Вот, мне нравится видеть результат у своих ребят. Вот, когда они растут, это очень приятное чувство, когда ты их чему-то научил новому. Вот, и когда у них это получается. А так, в принципе, сейчас это просто, опять же, промежуточный вариант всего лишь. Кончик короткий, чуть-чуть, отсюда сразу, раз, бам, и закончим. Только на ногах поустойчивее. Так, ну-ка, Аслан, давай, вступай, смени кого-нибудь. У меня вот есть одна цель, точнее, она уже как бы есть, но ее уже как бы нет, потому что я уже перешел в бокс, поэтому я даже не знаю. А так я вот всю жизнь меня мотивировало то, что мое желание выступить на турнире в Японии. Я всю жизнь стремился именно к этому. Я понимал, что все вот эти соревнования перед этим турниром — это всего лишь мои ступеньки. То есть я выходил на бой, уверенный в своей победе, уверенный, что это всего лишь один из этапов к моей мечте заветной. Ну что же, все готово к началу этого интригующего, интереснейшего противостояния. Многоопытный Серджио Уилсон против Тимура Надрова. Молодого, перспективного и уже добравшегося до пояса. Честно говоря, я не припомню, чтобы Тимур Надров когда-нибудь боксировал 5 раундов. О, опасный хайкик в исполнении Серджио Уилсона. Но подобные деяния едва ли смутят Тимура Надрова. Но еще раз отмечаю, что для Тимура, конечно же, это самый серьезный тест в карьере. И нередко выступают под флагами, под знаменами этой страны. И вот такой обмен. Посмотрите, как хорошо перехватил атаку соперника Тимур Надров, но и Уилсон не остался в долгу. По-моему, впервые у Тимура Надрова мы не видим такого явного физического превосходства. Но вот так немножко повело назад Тимура Надрова. Напоминаем, что в клинче можно наносить только один удар коленом. Хорошо оттолкнул соперника, встретил фронт-киком Тимур. Опытнейший Серджио Уилсон. О, есть!
Нокдаун. И тут же бросился добивать соперника. Тимур Надров. Серджио Уилсон негодует. Он считает, что нокдауна не было. Я вот помню свою первую значимую награду. Я в 2005 году стал победителем Кубка России. Это вот спустя год после начала занятий. И я помню, ко мне тогда подошел тренер, выдал мне паспорт кикбоксера с первым разрядом и поздравил. Вот именно тот момент для меня вот такой значимый в карьере, потому что это первый мой спортивный разряд был. Вот, первый Кубок России, первый кубок, сам кубок, что тоже немаловажно для меня. Fighters, the second round. Второй раунд. Попадает ногой в голову нашему бойцу Серджио Уилсон с передней. Неприятный эпизод, но с другой стороны, кто говорил, что будет легко? Опаснейший удар коленом в прыжке с разножкой в исполнении Серджио Уилсона. Надо держать ухо востро с этим парнем. Попал! Есть! Надо добивать! И пошел Тимур Надров дорабатывать соперника. Серджио Уилсон отбивается блестяще. Левый сбоку и падает Серджио Уилсон. Это нокаут! Блистательный, неподражаемый Тимур Надров. Все! Все! Мы победили! Тимур Надров в блистательном стиле, не оставляющий ни малейшего шанса Серджио Уилсона. Что бы я ни говорил про это, все равно ощутить это можно только стоя в ринге, когда тебе поднимают руку. Ну вот я лично в этот момент, наверное, самый счастливый человек на земле. Это очень невероятно приятное чувство, которое, к сожалению, быстро проходит. Во втором раунде. The referees of the fight and the second round. Победа нокаутом. The winner is by way of knockout. And new W5 champion of the world. And the first welterweight division, Timour Nadrav from Russia. Для меня самое трудное всегда было это сгонка веса. То есть не так сильно меня беспокоили даже бои сами, как вес, который нужно держать. Что-то такое прям. Блин, Если не вспомнишь, не вспомнишь. Просто понимать, что... Может, такого не было? блин, я даже не знаю. Я не был, ты шли Блин, я честно пытаюсь вспомнить что-нибудь такое интересное рассказать и понимаю, что ничего Окей. Я очень люблю музыку, вот играю на гитаре, как бы учусь. Вот. Мне это очень нравится. Моя любимая группа это Led Zeppelin, Black Keys, Arctic Monkeys люблю, Queens of the Stone Age. Папа у меня родился и вырос в Татарском мысе. Мама родилась в Абхазии, выросла в Новороссийске. Вот, в Москве они встретились. У меня 2 сестры и 1 брат родной. Я очень люблю свою деревню, очень люблю Татарский мыс. Для меня это такое тихое, спокойное место, наверное, самое тихое, которое я могу себе позволить. Я приезжаю туда отдыхать, восстанавливаться, иногда тренироваться.
Вот. Но для меня как бы такое место, где я набираюсь сил. Вот с сестрой, с двойняшкой мы очень любили всегда играть, гулять в деревне, очень любили ездить на Суру, я помню. Вот. Прыгали с тарзанки в речку, прятались в полях за домами, чем только не занимались. Собирали грибы с папой, ходили, за ягодами ходили, развлекались как могли, короче говоря. Они не ленились, чтобы они трудились, занимались своим делом, какое бы оно ни было, любимым делом, это очень важно. Вот, и совершенствовались в нем, постоянно развивались, никогда не останавливались. Удачи и крепкого здоровья. Я планирую уехать за границу, тренироваться и проводить бои, набирать рейтинг в новом для себя виде спорта, в боксе профессиональном. Вот. Но надеюсь, у меня будет возможность возвращаться в Татарский мыс, отдыхать. Timur Nadrov, all the way from Moscow, 2-0, 2 knockouts. How you feeling? Как дела? I'm fine, good. Нормально? This is my first training in this gym, Nice. and I like it. В Лос-Анджелесе нахожусь уже почти 2,5 года. Вот по приезду начал усиленно тренироваться, но из-за руки вот пришлось немножко притормозить с тренировками и упор сделать больше на работу. Рука уже чувствует себя тоже намного лучше, поэтому и вот у меня есть там одно предложение, возможно, весной этой уже получится выступить по кикбоксингу. Скорее всего, буду возвращаться в кикбоксинг, потому что переживаю, что старая травма может вылезти, и чтобы просто меньше нагрузка на руки была, решил вернуться обратно в кикбоксинг. Пытаюсь нащупать вот этот баланс между тренировками и работой. Наверное, единственная такая проблема в том, что мало времени, не хватает времени ни на что. То есть буквально вот работа, тренировки и все. Даже иногда там на какие-то бытовые моменты может времени не хватать. Вот это, конечно, проблема основная, наверное. Добавляй. Еще вот пару слов хочется сказать про саму Калифорнию. Мне здесь очень нравится, здесь очень красивая природа, очень разная природа. Можно найти вообще все, что угодно. И горы, и океан есть, и леса, и пустыни, вообще все, что угодно. И все очень близко друг к другу находится относительно. То есть там час-два езды, и природа уже очень сильно может отличаться. То есть там от пустыни до каких-то там лесов. Мне еще повезло, у меня такая работа, что мы много ездим. То есть я уже исколесил просто всю Калифорнию и вот близлежащие штаты. Каждый день вот наслаждаюсь закатами практически. Каждый день я их застаю. Место очень красивое, люди здесь добрые, все улыбаются. Как бы мне здесь очень нравится, вот что хочется сказать. И домой я по дому уже очень соскучился, и, конечно же, я собираюсь домой. Как только я начну выступать, как только вот это я вернусь в эту колею боев, я надеюсь, что это произойдет уже очень скоро. Вот только тогда я смогу поехать спокойно домой, отдохнуть. Но пока это не произошло, я буду находиться здесь.